Знаете ли вы, что светофоры не просто незаменимый элемент дорожного движения, но и повод для ежегодного праздника? Международный день светофора отмечают по всему миру, и Якутск не исключение. Почему многие считают, количество светофоров в городе должно быть меньше? Или где был в Якутске установлен первый светофор? Ответы в сюжете Дарьи Короленковой. Загорелся зеленый сигнал светофора. Можно переходить. О важности светофора мы задумываемся только тогда, когда он выходит из строя. Движение замирает, на дорогах воцаряется хаос. Но стоит только вернуться зеленому цвету, как мы понимаем, без светофора в городе никак. Именно это осознание и привело к празднованию Международного дня светофора. Светофоры и пешеходные переходы очень нужны, тем более нам, пешеходам, потому что перейти дорогу не в том месте может произойти ДТП, и не только. Вообще нужно правила соблюдать, потому что еще в летнее время очень много машин, и поэтому нужно соблюдать правила дорожного движения. Они везде нужны, как без них-то? А то у нас эти сумасшедшие самокатчики ездят. Светофоры обязательно, как без него. Даже просто вот эти вот нерегулируемые, есть же пешеходы. Тоже надо обязательно спешиться. Как оказалось, не все считают, что большое количество светофоров – это показатель безопасности. Я сам живу в Камбодже, и в Камбодже, в Вьетнаме этого почти нету. И здесь вот движение идет очень медленнее. И даже этот пацан, который за рулем, он не очень смотрит, потому что он привык к светофоров. А если ты просто катаешься, и ты должен смотреть вокруг, ты побыстрее пойдешь, и ты уже умный. Только движение уничтожает. Реально, я могу посмотреть, как в Европе, как в России, как в Азии. Сам уже катался по 60 странах. Самое лучшее в Азии. Потому как все основные пробки по городу, на мой взгляд, происходят именно из-за светофоров. Короткий такт, невнимательность водителей. Для примера посмотреть на другие города, там гораздо меньше, в разы меньше светофоров. В некоторых случаях абсолютно, отсутствует в некоторых городах. В нашем городе действует более 140 светофорных объектов, каждый из которых устанавливается по решению комиссии по безопасности дорожного движения после тщательного анализа аварийности. Продолжительность сигнала определяется интенсивностью движения, чтобы обеспечить максимальную безопасность и эффективность. 2 года назад в экспериментальном порядке были установлены светодиодные светофорные объекты. На улице Дзержинского, это в районе столичного рынка, где была концентрация дорожно-транспортных происшествий. И такой эксперимент показал положительный результат, и теперь такие светофоры будут установлены в городе, скажем так, во всех перекрестках. Кстати, первый якутский светофор появился в 1957 году на участке Октябрьского и Ярославского. Подвешивался он не на столбах, а на растяжках прямо над центром участка и имел выносной пульт с механическим приводом управления. Светофоры должны способствовать улучшению общего уровня культуры вождения и дисциплины на дорогах и научить участников дорожного движения уважать правила и друг друга, способствуя созданию более безопасной и комфортной среды для всех. Дарья Короленкова, Элита Махно, Якутск.